Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. На днях спасатели службы спасения республики завершили 10-дневную операцию по поиску провалившихся вместе с трактором под лед двоих мужчин. Как велись поиски? Об этом и не только. Гость студии Иннокентий Андросов, начальник службы спасения республики Саха-Якутия. Иннокентий Михайлович, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Ну вот разрешите в начале нашего разговора сразу поздравить вас с Днем Спасателя. Ну, к этой теме мы еще вернемся, но я предлагаю начать вот с этого происшествия, с пропажи двух людей, провалившихся на тракторе под лед на реке Лени. Вот как велись поиски, насколько нам известно, они длились около 10 дней. Вот какие особенности были у этой работы? Ну, во-первых, надо сказать, к сожалению. Да, к сожалению, на водных объектах происшествия постоянно происходят. Ну и такой случай произошел вот прямо под городом Якутском. Река Лена разделяет остров Пономарев, две протоки. Парватер, это Адамовская и Боратырская. И вот на этом месте, недалеко от острова Пономарев, в 35 метрах, утонул трактор «Беларусь». Были двое, но они, видно, старались выйти через люк, но это не произошло, потому что течение очень сильное, ну и утонули. Поиски мы начали вместе с жителями, волонтерами, друзьями данных людей, сразу же, в тот же день. И 8-й и 10-й день их нашли. Но все-таки успех, результат есть, поэтому мы людей передали родным и близким. Вот. Ну и, конечно же, они прошли очень долго, потому что у нас, во-первых, регламент поисковой работы – это 10 дней. Ну и мы всегда стараемся как-то долго работать, и вот как раз 8-й и 10-й дни. Штаб был создан муниципальным образованием, работал очень активно. Даже из соседних наследов люди участвовали, поэтому нам все вместе, вот жителям, работать было очень хорошо. И было, значит, опробировано много подводных камер, дронов, у кого в Якутске есть, в сельских местностях есть. Ну и вот попали. Кстати, попали вот местные ребята. Ну и, конечно же, обнаружение и поиск, поднятие – это дело наших спасателей. Поэтому совместная работа это увенчалась успехом. Ну, конечно же, мы сожалеем и скорбим вместе родными и близкими. Ну вот если говорить, да, о целом годе, о 23-м годе, вот какие за это время поисковые работы, на ваш взгляд, были самыми сложными? Их, конечно же, было много. Вот уходящий год по 27-й, по сегодня, да, у нас было 1670 вызовов. Из них 797 это аварийно-спасательные, поисково-спасательные работы. И за это время нами, значит, спасено 567 человек, к сожалению, опять говорю, 118 погибшими. Поэтому работа постоянно идет. Конечно, самое тяжелое, наверное, это поиски тонкому льду в этом году осенью на реке Колыма в Зарянке, когда нашли, так сказать, ветерана гражданской авиации, известного такого человека, уважаемого человека. Мы нашли его. И в этой работе наши спасатели сделали более 4000 лунок, чтобы туда опускать подводные камеры и найти утонувшего. Ну, это, опять-таки, увенчалось успехом. Мы передали также родным и близким. Очень сложные поисковые работы были осеннее время перед ледоставом. Это на реке Лена. Это на реке Белюй. К сожалению, не всех нашли, поэтому еще это разговоры будущего, планирования будущего года. Ну, действительно, мы все понимаем, что работа спасателей очень сложная. Но вот а чем же она привлекает, да, вот эта профессия, профессия спасателя? Вот какие у нее плюсы? Ну, во-первых, спасать людей – это благородное дело. Поэтому вот если так посмотреть, у нас люди стараются долго работать. Есть и много известных спортсменов у нас.
Николай Воев, постоянный участник игр Дыгына, еще, значит, Кривошапкин, легкоатлет по национальным видам спорта, Протопопов, масс-рестлер. Ну, если так посчитать, то чемпион мира Егор Гуляев, все они дружно с нашими спасателями работают. Ну и, конечно же, для нас самое ценное – это человеческая жизнь. Когда спасаем людей, это же очень большое дело. Это даже с одного взгляда родных и близких у человека поднимается, значит, такая гордость, что все-таки мы нашли. Или в больших аварийно-спасательных работах во время паводка и так далее мы удерживаем натиск воды, чтобы не затопило населенные пункты. Когда нам удается, это общая радость спасателей. Поэтому люди к нам охотно идут, но не каждый попадает, потому что они проходят специальный, значит, отбор. Ну, конечно же, самое главное – это и психологическая подготовка наших спасателей. Поэтому, еще раз повторю, работа спасателей – это благородное дело за жизнь людей. Ну вот в этом году служба спасения отметила свое 30-летие. Вот некоторые итоги этого года вы уже озвучили, но вот все-таки хочется еще раз услышать, как бы вы охарактеризовали этот год, ну и подытожили бы деятельность службы спасения? Годы не приходится. Уходящий год был, конечно же, обширный по чрезвычайным ситуациям. Это начало года, мы все знаем, это пригород города Якутска, Сатал, размораживание системы отопления. Наши, опять же, там попали первыми, работали. Так, потом у нас весеннее паводковое время. Вот. Мы сделали 8 нормальных таких результативных подрывов, затор в опасных местах. Наши работали, значит, защищали на реке Татта населенные пункты. Это в районе села Каев, по реке Татта, там удержали силами жителей, волонтеров и наших спасателей натиск воды и не дали тонуть, значит, селам вниз лежащим. Это улусный центр Татинского улуса, это Кёль, это село Черкёх, село Боробул. Конечно же, и снизили намного ущерб, который могло и быть. Ну и осеннее время, летнее время – это пожары наши. Мы в этом году очень активно участвовали и на тушении ландшафтных пожаров, и на тушении лесных пожаров. В целом мобильно, очень быстро реагировали, и, конечно же, работа была результативная. В тех местах, где наши были вместе, значит, подразделениями Министерства экологии, лесниками, значит, потушили эти пожары. Ну и мы в этом году, второй год, значит, успешно завершили искусственное вызывание осадков. Ну, во-первых, мы его использовали на повышение травостоя, поэтому, конечно же, похвалы мы взяли от наших сельхозтоваропроизводителей. Сено выросло нормальное, ну и в основном наши самолеты зондировщика работали в тех местах, где бушевали вот эти пожары. Усть-Майский улус, это Алекминский, это Алданский, Нерунинский. Ну и осеннее время, вот перед ледоставом, как я сказал, мы перешли на такие обширные поисковые работы на водных объектах. Вот. Это река Лена, устье реки Алдан, это река Вилюй. Поэтому вот, работы было много, но и держимся. Самое главное – это быстрое реагирование и провести результативно все поисковые работы. Вот вы отмечаете, что в этом году работы было много. Какие дальнейшие планы у службы спасения? Планы, конечно, большие. В этом году наш Госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения стал министерством. Это, конечно же, повышает статус всех подразделений. Ну и, конечно же, мы тоже подтягиваемся, у нас должна быть результативность поисковых работ. И для этого соответствующее, значит, оснащение службы спасения. Нами подготовлена концепция развития службы спасения, и сегодня, значит, идет на просмотр наше министерство, и мы надеемся, что правительство и глава республики нас поддержат в этом плане. Вот, потому что территория очень огромная, обширная, ну и, конечно же,
экстремальным климатом. И везде у нас в любое время случаются вот, чрезвычайные ситуации. Иннокентий Михайлович, ну вот кто из коллег, может быть, отличился в этом году? Кого бы вы хотели отметить, пользуясь случаем? Ну, тут, конечно же, я бы сегодня многих как бы вспомнил бы, но сегодня мы в конце года, вот как раз в этот день определяем своих лучших. Это Максим Дмитриевич Кольцев, он в этом году стал лучшим спасателем нашей службы спасения республики. Кириллин Михаил Михайлович лучшим водителем поисково-спасательного подразделения, который у нас 22 года работает. Вот. Ну и, конечно, лучшим водолазом Дмитрий Николаевич Селин. Вот. Он у нас работает 5-й год, до этого работал в Жатайском судоремонтном заводе и сейчас у нас успешно работает. Они стали в этом году лучшим. Конечно, их много. Это и наши руководители, начальники наших поисково-спасательных отрядов района Улусах. У нас 10 подразделений. Я хотел бы отметить начальника Колымского поисково-спасательного отряда Алексей Михайлович Тарасов, который вот недавно очень активно участвовали в тушении очень сложного пожара в нефтевазе. Но его потушили вместе с нашими коллегами пожарными, и даже они их отметили акционерная компания «Саханнефтегаз». Для нас это очень хороший успех и отрадно. Вот, в целом вот так. Ну и в завершении нашей беседы, Иннокентий Михайлович, что вы пожелаете своим коллегам, спасателям в этот замечательный день? Конечно, сегодня я хотел бы поздравить своих коллег, спасателей, всех тех, кто помогает для проведения всех наших поисково-спасательных, аварийно-спасательных работ, всех наших коллег, федеральных спасателей, с кем мы вместе работаем, работников нашего министерства, которые, опять-таки, вместе с нами всегда болеют за нашу работу и вместе работаем. С Днем Спасателя! Иннокентий Михайлович, ну я, пользуясь случаем, также поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем Спасателя. Ну, конечно же, хочу пожелать развития нашей службы спасения, процветания. Пусть будет поменьше чрезвычайных ситуаций, но наша служба спасения развивается и процветает. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.